интересы, поскольку им хотелось дотянуть... В последнее время экспертами наблюдается рост агрессии и насилия над детьми. В связи с этим, по инициативе Народного адвоката по правам ребенка и фонда ЮНИСЕФ, в Камрате на круглый стол были приглашены ученики и учителя юга страны с целью проинформировать о правах ребенка, куда можно обращаться в случае их нарушений. В ходе дискуссии обсуждалась тема предупреждения насилия среди детей. Как отмечают педагоги и школьники, данные темы достаточно актуальны на сегодняшний день. В наше время эта тема очень актуальна, но большинство людей не понимает этой актуальности. Даже вот бывает у нас такое, что большинство родителей считают, что дети – это их собственность, и они могут с ними делать все, что хотят. И порой бывает такое, что говорят учителям: вот, если мой ребенок не слушается, можете ударить его. Ну как учитель может ударить, если ты не имеешь права, во-первых, бить своего ребенка? О правах ребенка мы говорим тоже и на уроках. У нас есть определенные темы, включенные в куррикулум еще с 7 класса. И очень хочется нам подробнее и больше узнать, чтобы мы правильно давали информацию детям, также чтобы мы не ошибались когда приходится делать решения определенные. Я считаю, что в школе должны соблюдаться такие права, как выражать свое мнение свободно, независимо от того, что подумают остальные, что подумают учителя, просто выражать свое мнение и то, как ты мыслишь и как ты думаешь, и не пугаться того, что скажут другие. Насилие в семье в Гагаузии, по словам экспертов, в основном происходит по отношению к женщинам. Как отмечает народный адвокат Светлана Миронова, случаи жалоб со стороны детей на насилие или ущемление их прав поступают крайне редко. У нас, да, были обращения, но это больше чаще всего связано обращения женщин, которые говорят о том, что к ним применяют насилие другой супруг и по отношению к детям в том числе. Мы сейчас не можем говорить, сколько это, но, к сожалению, количество случаев обращения по насилию в семье особенно возрастает в последнее время. Возможно, это связано с тем, что люди просто-напросто получили больше информации и пытаются уже защитить свои права. А в отношении детей, дети пока еще редко обращаются. Чаще всего они, если, скажем так, уже достаточно серьезно они чувствуют угрозы, только тогда они поднимают этот вопрос, но очень редко. В этом году в Республике Молдова исполняется 25 лет со дня ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. Страна взяла на себя обязательство соблюдать условия Конвенции и анализировать результаты, достигнутые в этой области. Организация ЮНИСЕФ предназначена помочь стране соблюдать права каждого ребенка. В последнее время очень много внимания уделяется подросткам, да, потому что мы работаем с детками, мы работаем с их родителями, но когда дети взрослеют и уже могут сами выражать свое мнение, вот для чего мы здесь, в общем-то, да, мы приехали сюда, в Камрат, для того, чтобы услышать мнение, я поняла, что старшеклассники сегодня с нами, да, где мы будем обсуждать различные вопросы, потому что право на участие – это одно из основных прав ребенка, то есть это такое же, как право на образование, право на семью, право на имя и на регистрацию. Подобный круглый стол был проведен ранее в городе Бельцы. Обобщенные предложения и рекомендации со стороны учеников и педагогов севера и юга Молдовы будут отображены в различных форумах и доведены до руководящих органов. Елена Янак, Илья Янак, Новости АТВ.